В Азовском медресе высших исламских наук Духовного управления мусульман Крыма в мужском отделении прошел выпускной. Поздравить мальчиков пришли родные, близкие, друзья. Радость с грустью напополам, потому что позади 3 года учебы, 3 года студенческой жизни в родном медресе, и теперь перед каждым из них новые дороги, новые цели. Выпускников со знаменательной датой поздравил заместитель муфтия Крыма Эсадулла Баиров. В своем напутственном слове он напомнил, как зарождалась медресе, которому в этом году исполняется 20 лет. 20 Kimse o zaman belki düşünmüyordu bu medrese 20 yıl çalışır, yüzlerce insanı mezun eder, oğlanlarını, kızlarını mezun eder ve bunlar varıp öz halklarına büyük hizmetler yaparlar. Allah o günden başlayıp bugüne kadar ne kadar insan bu medreseye hizmet etken olsa hepsinden razı olsun. Ve bugün de hizmet etmeye devam etken ve inşallah ileride de edeceklerden de razı olsun ve hizmetlerinizin güçlendirsin inşallah. Эсадулла Баиров также выразил надежду, что выпускники в будущем принесут пользу крымско-татарскому народу. Выпускников также поздравил директор медресе Эмир Асан Умеров. В своем напутственном слове он подчеркнул о большом значении знаний исламской религии. Görüyoruz ki ilimge ne kadar büyükten büyük emniyet verilir. Ve elbette öyle olganda her birimiz bu ilimni öğrenmek gerekmiz. Ve fark etmemek gerekmiz. Bu sonki vakitin böyle bir icadı olaytayım. Ben ilimde ikiye bölmege, dini ilim ya da dünyevi ilim. Aslında burada şey var, bu da ilim. Ve ilimni öğrenmek gerek. Он также напомнил студентам, что каждая эпоха в развитии крымско-татарского народа начиналась с образования. Yolları farklı olabilir. Bazıları imam olur, bazıları başka zanaat saylar. Ama gene de onlar dinimizin temellerini bilecekler. Ve gerek olganda dinimiz adına bazı bir hareketler yaparlar. Сами выпускники не скрывали волнения. Каждый стремился поделиться своими мечтами и планами на будущее. Очень много эмоций и впечатлений за сегодняшний день особенно, потому что как бы и печально с одной стороны, и радостно, то, что заканчиваете наконец-то в медресе, вот, и расставаться со своими друзьями, которыми ты 3 года жил в одном как бы помещении, учился с ними, очень грустно как бы расставаться с ними, да. Ну, иншаллах, я надеюсь, что мы будем почаще видеться и собираться. Да, обязательно в Крым надо будет, иншаллах, вернуться, потому что имамов не хватает, нужно быть имамом, обучать людей религии, чтобы они знали свою религию и не забывали, что мы мусульмане. Были те годы, которые описываются, которые всегда будешь вспоминать везде. Кажется, самые главные знания, события произошли именно здесь. В этих стенах мы получили знания, научились дружить. Учителя были теми людьми, которые наставили, говорится, нас на истинную стезю. Полностью собираюсь посвятить себя Крыму. Отучусь где-то и обязательно вернусь сюда и здесь буду объяснять людям религию. Иншаллах, получится. Динамны пек sevем, ama Тушнем мен башка bir профессия, бизнестен çalışmaga isteyim. Dinimizde men bir vaqt unutmayacağım ve o menin temelimde, yüreğimde dinim. Келгенде өз дінімден бір şey білмейдім. Сау болсынлар hocаларым, олар шу учил арасында мана ислам дініне аңлатайлар. Иншалла келешекте өз милләтіме, Крым-татар халкыма шу ислам дініне аңлатacakмын. Впереди у ребят год практики в мечети Крыма, после чего они продолжат обучение по выбору в высших учебных заведениях. Все они намерены жить и работать в Крыму. Имамы, богословы, муэдзины, теологи, врачи и инженеры. И главное одно – это религиозный фундамент будущего крымско-татарского народа. Зира Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.